На этой неделе наша страна и родной Татарстан мощно, красочно и масштабно отметили главный и самый священный праздник – День Победы. В этот раз мы отметили его 79-ю годовщину, то есть через год будет еще один знаковый рубеж. 80 лет с того важного момента, как Красная Армия и ее союзники разгромили фашистов и провозгласили справедливый мир. Мы знаем, что через год встретим этот исторический день вместе с нашими ветеранами, живыми свидетелями тех событий, но время неумолимо. Этих легендарных людей, увы, все меньше и меньше. Самым стойким сейчас под 100 лет, и то, что они еще в строю вместе с нами, огромная радость. Но удивительное дело, какой-то исторический кульбит. Праздник 9 мая, великий наш День Победы, стал как никогда актуален и священен и для молодого поколения россиян. Сейчас мы произносим и глубоко проникаемся этими патриотическими лозунгами, которые еще 3-5 лет назад звучали странно. Деды победили, внуки победят. Победили в 45-м, победим и сейчас. Главный праздник еще больше сплотил нас. И не зря раис Татарстана Рустам Минниханов на официальном чествовании по случаю Дня Победы сказал про наших современных героев. И сегодня татарстанцы в ходе специальной военной операции бок о бок со всем многонациональным народом Российской Федерации отстаивают интересы нашего государства, его безопасность и суверенитет, проявляют мужество и отвагу на полях сражения, честно выполняя свой воинский долг порой ценой собственной жизни. В самые трудные минуты неисчерпаемым источником силы духа для российских воинов служит великое наследие бойцов Красной Армии. Наш репортаж о великом празднике великой страны и народе-победителе. Казань, утро 9 мая, площадь Тысячелетия. Несмотря на прохладную погоду и местами порывистый ветер, казанцы и гости столицы прибывали на место, где ожидался парад и официальные торжества с концертом под открытым небом. Приходили и приезжали целыми семьями, как семья Гатауллиных. Глава семейства Вагиз Абый приехал из Нурлат, его сын Ильназ со своей семьей из Челнов, а внук, сын Ильназа, Тимур, учится в Суворовском училище в Казани. Пришли посмотреть, как он промарширует в парадном расчете, с гордостью сообщил дед Вагиз Абый, сам в прошлом военный и сын героя-фронтовика. Мы же наследники великих побед. У меня отец фронтовик, сам прошел афганское событие. Горжусь отцом, горжусь сыном, поэтому у меня вообще просто все хорошо. Один из самых трогательных и, на мой взгляд, показательных моментов праздника, главных его героев, ветеранов, бережно под руки выводят из автобуса и провожают на почетные места, укутывают теплыми пледами. А в это время молодежь с трибуны скандирует «Спасибо! Наши самые дорогие родные ветераны и труженики тыла! В таком почтенном возрасте держать осанку, улыбаться, на это тоже нужно мужество. Нашим самым узнаваемым ветеранам Алексею Комлеву». Полгода участвовал практически на фронте. Мы эвакуировали подбитые дисправные танки, ремонтировали, восстанавливали их. И Александру Малову это удается. Их наказ молодому поколению дорогого стоит. Сберечь Родину. Идет сегодня другая война. Дай Бог быть достойным предшествующему моему поколению. Накануне главной даты праздника, 8 мая, главных героев чествовали в Театре оперы и балета. И это тоже своего рода традиция весьма трогательная. Живая аллея славы от молодого поколения, овации и такие важные слова на плакате. Помним, гордимся, наследуем. Эта времен связующая нить никогда не прерывалась и сегодня становится еще более явственной и крепкой. Ребята не только помнят, но и бережно чтят своих героев, дедов, прадедов и прабабушек. Он дошел до Берлина, у него есть орден Красной Звезды, у него есть медали и орден также за взятие Берлина, за освобождение Варшавы. Он дошел до Вены. Я очень им горжусь. Моего прадеда зовут Анатолий Курочкин. Он прошел всю Великую Отечественную войну, и он принес победу в нашу семью и в историю всей страны. Поэтому я ему очень-очень благодарна и счастлива, что в моей семье есть такой герой. Государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев и раис республики Рустам Минниханов – особые гости праздничных мероприятий. Для Татарстана очень важно, чтобы преемственность поколений победителей сохранялась. Знамя победы внести.
Это знамя победы сегодня гордо и достойно несет нынешнее поколение героев. Воины специальной военной операции, которые противостоят неонацистам, отстаивают независимость и суверенитет России на Донбассе. В этот день награждали настоящих героев. Первая награда семье 12-го героя России из Татарстана Владимира Козина. Посмертно. 47-летний уроженец Кайбецкого района добровольцем ушел на СВО. Погиб под Марьинкой на Донбассе, подорвал себя, спасая товарищей. Мой папа был человеком, который всегда был за страну, был патриотом, всегда говорил, что если будет война, то он туда пойдет самым первым. Свои награды получили ветераны и труженики тыла, военнослужащие именных батальонов Темир и Алга, а также представители предприятия «Радиоприбор» и Татарстанский деревообрабатывающий комбинат, которым присвоено звание предприятия трудовой доблести. Награды, чествование и возложение цветов. В этом плане праздник 9 мая трепетно чтит традиции. Еще одна из них – возложение цветов в Парке Победы. Рустам Минниханов приезжает на ретро-автомобиле «Победа». Рядом Ментимер Шамиев, Фарид Мухамедшин, Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Медшин. И еще одна четкая параллель с Днем Победы, подвигом наших прадедов и нынешними героями. Один из них, танкист, участник СВО и герой России Расим Баксиков, лично проводит экскурсию по Парку Победы. А на парад Победы наши руководители Рустам Минниханов и Ментимер Шамиев приезжают на легендарной «Чайке». За рулем сам Раиса Республики. Бой курантов на часах Спасской башни Кремля 10 утра. Все в ожидании торжественного марша. А на площадь Тысячелетия вносят государственные флаги и знамя Победы. На связи Москва и Красная площадь. Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин поздравляет всех с праздником. В первую очередь, конечно, ветеранов Великой Отечественной. Всех тех, кто ковал нашу победу на фронте и в тылу. С Днем Победы! С нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Великая победа дала стране ценой тяжелейших невосполнимых потерь. И 9 мая мы вспоминаем всех тех, кто отдал жизнь за мир на планете и сегодня отстаивает независимость страны, говорит Рустам Минниханов. Несмотря на все тяготы и лишения военного времени, наш народ выстоял и победил. И сегодня мы от всей души говорим вам спасибо, дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики тыла, за ваше мужество и отвагу, несокрушимую волю к победе. Низкий вам поклон. Парад Победы – зрелище завораживающее и вдохновляющее одновременно. На площади в Казани многолюдно, и люди стараются не пропустить и запечатлеть самые волнительные моменты главного праздника. Пешие колонны сменяет военная техника, а за ней уже и ретро-автомобили. Среди зрителей и гостей праздника нетрудно заметить людей в военной форме, участников военной операции на Донбассе и тех, кто постоянно ездит на передовую. Патриотизм для каждого жителя Татарстана, для жителя нашей страны вообще. Есть большой стимул защищать нашу родину. И не только стимул, ну, что было, как говорится, мирное небо над головой. Как никогда объединяющий, сплачивающий разные народы, города, национальности, возраста праздник, в котором веселье и радость, и песни, иногда со слезами на глазах. Еще одна особенность 9 мая. Здесь все и все вместе, горечь утраты и гордость за страну, ощущение счастья и горестное молчание по погибшим. Бессмертный полк, который в этом году прошел онлайн, и главный гимн великого праздника. Песня, слова которой знает каждый и потому подпевает. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.